среди олимпийских видов спорта считается одним из самых элегантных. Во время дефиле всадник должен продемонстрировать судьям свои таланты дрессуры, а лошадь выполнить 1,5 десятка элементов – пируэт, пассаж, траверс и ранверс, вольт и пиафе. Свои успехи в выездке в минувшую пятницу показали юные воспитанники Казанской конно-спортивной школы. Однако на школьное первенство смогли заявиться не все спортсмены. Внучке Натальи Камалеевой банально не хватило лошади для полноценной подготовки к соревнованиям. Это крик души, наверное. Мы хотим, чтобы все-таки было побольше лошадей. У нас теория очень хорошая, мы целый год занимались. Но практики нет совершенно. У нас одна лошадь на 6 человек. Вот буквально позавчера тренировка была. Мой ребенок так и не сел на лошадь. 2 часа отстояла, подежурила, как у этих бордюров. И мы так ушли домой и уехали. О катастрофической нехватке учебных лошадей родители 23 воспитанников школы написали жалобу в прокуратуру республики еще весною. В ходе проверки выяснилось, что на 43 ребят, занимающихся в группе начальной подготовки, к примеру, приходится всего 7 лошадей, а по федеральному стандарту должно быть в 2 раза больше. То есть 1 лошадь на 3 ребенка. 1 спортсмен – 1 лошадь в группе спортивного совершенства. В то же время у директора школы по совместительству тренера по конкуру, как установила прокуратура, лошадей оказалось слишком много. За директором было закреплено 9 лошадей. Соответственно, при наличии всего 1 ученика указанный факт является грубейшим нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств. Еще 2 дня назад в группе Светланы Новиковой был всего 1 16-летний галифакс. Солидного возраста рысак, не предназначенный для выездки в силу своей породы, каждый день на тренировках возит на себе 18 начинающих всадников. На 3 группы по 6 человек. Детей уровня подготовки НП-3, которые должны уже выполнять разряды по детским ездам. Лошадь не имеет паспорта, не чипирована и вообще не имеет права выступать в соревнованиях там, где присуждаются разряды. Только он может стартовать на школьных стартах. То, что сегодня вы видели. У меня на этой лошади сегодня стартовало 3 спортсмена. Остальные дети, к сожалению, не могут стартовать, так как больше не на ком. Есть нехватка лошадей. На этот год и на следующий у нас планируется проведение в норму. То есть в этом году у нас планируется закупить 6 лошадей. То есть 3 мы уже купили учебных. И на следующий год мы также планируем дополнить состав все-таки учебных лошадей. Это где-то около 5-6 голов. И, соответственно, со следующего года у нас уже будет все проведено в соответствии с федеральными стандартами. Вот только качеством новых лошадей не все тренеры школы, юные спортсмены и их родители довольны, потому как лошади покупаются в основном молодые. Минимальная цена – 230 тысяч рублей. Хорошая спортивная лошадь, именно для юношей и юниоров, она будет стоить очень больших денег. То есть где-то порядка 4-5 миллионов. Именно такая достойная лошадь, на которой можно выступать на международных соревнованиях. Если именно закупать молодых лошадей с хорошими данными, с хорошей техникой прыжка, либо с хорошими движениями, если это говорить о выездке. И с годами при правильной подготовке цена этих лошадей дорожает. В год же не могут определенно купить 10-15 голов. По бюджету как заложено 5-6 голов, допустим. Они все покупаются, выбирают, и тренеры выбирали, ездили в том году. И сама директор Айгуль Равильевна ездит, выбирает. Армандо – самая дорогая покупка прошлого года. За жеребца тракиненской породы школа отдала 650 тысяч рублей. Готовить к соревнованиям по конкуру молодую лошадь будет сама Айгуль Насыбуллина, потому как она действующий спортсмен по конкуру, член сборной Татарстана, а значит специалист своего дела. Последовать своему примеру призывает остальных тренеров школы. И тут мнения коллег разделились. Те же юноши, они могут помогать тренеру готовить лошадей. Ставки берейтеров есть, но берейтер опять-таки, он готовит индивидуально лошадь под какого-то всадника. Подготовка молодой лошади в должностные обязанности тренера не входит. Это очень долгий процесс. Если брать выездку, то нужно, если с 3 лет начинается выездка, чтобы подготовить под ребенка, лошадь, нужно как минимум 3, 4, 5 лет. Это еще средний уровень. А если, например, на серьезный уровень, там до 10 лет выходит подготовка. То есть само по себе сюда должны покупаться готовые лошади под детей маленьких. Тренер может
подправить лошадь, а готовить все-таки должен специалист. Кстати, о лошадях. После прокурорской проверки школа перераспределила животных, но только баланса все равно нет. В школе все так же двойной перевес лошадей конкурного направления. После небольшого отступления стоит заметить, что лошадей в школе распределили без учета мнения тренеров, говорит Светлана Новикова. Вот и ей достались 2 лошади, не оправдавшие надежды в конкуре. Лошадь опасная, лошадь кусается, лошадь легается и в людей, и в животных. Мы вчера вот это наблюдали, то есть она отбивает по всем проходящим мимо лошадям. В этот момент, когда лошадь легает другую лошадь, естественно, ребенок может выпасть из седла. Получив такие азы верховой езды, юные спортсмены переходят под крыло тренеров спортивного совершенства. Лилия Ильянова за свою карьеру воспитала 8 кандидатов и единственного в школе, если не считать Айгуль Насыбуллину, мастера спорта по выездке. Аделина Магрифатуллина свои достижения считает очень скромными. Она не может конкурировать со всадниками из Москвы и Санкт-Петербурга. К тому же из 6 стартов сезона она пропустила 4. В этом году мы выехали 1 раз, это был Нижний Новгород, первенство Приволжского федерального округа по юниорам. А почему так мало? Хороший вопрос, ответить на него я не могу, к сожалению. Возможно, отчасти из-за ситуации, которая сложилась, возможно, проблемы с бюджетом, сказать не могу. То есть мы планировали много раз, но много раз также и у нас в итоге не получалось выехать. Ну, с коневозом у нас тоже бывают проблемы. Что он не может выехать, он у нас стоит на ремонте постоянно. Знаете, что получается? Что дети не видят, к чему стремиться. То есть на самом деле, когда группы высокого уровня не стартуют, да, не выезжают положенное количество раз на соревнования, не имеют достаточно хороших лошадей, они уже начинают понимать, что бы они ни делали, они дальше не вырастут. Впрочем, из воспитанников школы уже получились хорошие конюхи. На протяжении 3 последних зим после тренировок дети вывозили из конюшен навоз. Это еще один факт, который был подтвержден прокурорской проверкой. Такое недопустимо. Согласно учебной программе, 30 минут, насколько я помню, у несовершеннолетних есть за уходом за лошадьми, но к уходу уборка конюшен не входит. То есть это чистка лошади, снятие обмундирования, кормление лошади. Был период, когда у нас не было конюха, и инициатива шла от тренеров. Я не могу следить постоянно, что происходит на конюшне. Как утверждают все стороны, конфликтная ситуация отрицательно сказывается на учебно-тренировочном процессе в школе. Тренеры говорят, что оказались в опале, и один за другим получают выговоры от руководства, которые потом оспаривают в суде. Родители, написавшие жалобу в прокуратуру, опасаются за спортивную карьеру своих детей. Чтобы разобраться в ситуации, на следующей неделе в школе запланирована встреча всех сторон с руководством Минспорта Татарстана. Елена Горбунчикова, Андрей Плющенков, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.